происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Дарья Кучеренко. Это программа «Персонально ваш». И сегодня у нас в гостях Рамиль Бигнов, депутат Курултая от партии «Единая Россия». Здравствуйте. Добрый день. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему эфиру, уважаемые радиослушатели и зрители нашей трансляции на Фейсбуке и на Ютубе. Можно писать вопросы на номер +7 927 304 1051. Мы тут уже который день говорим о последствиях непогоды в Уфе, и это одна сейчас из главных тем в информационной повестке, и город, думаю, какое-то время еще будет оправляться от этого удара стихии, потому что вот сегодня, например, публикует РБК, что МУЭТ подсчитывает ущерб, нанесенный в результате ливня, трамваи не ходят, и там сумма, и речь идет о сумме в миллионы рублей, хотя у МУЭТ так долги, я вот просто обратила на это внимание, это только одна из частей вот этой вот проблемы. И понятно, что сейчас очень много мнений по поводу того, а кто виноват в том, что произошло. Это скорее стихия, действительно, ливень, которого не было в Уфе уже 150 лет, как говорят власти, или это просто недоработка администрации, и город оказался просто не готов к этому из-за плохого управления. Какое у вас мнение? Ну, прежде всего, считаю, что соглашаться с тем, что природа преподнесла большой сюрприз. Действительно, 115 миллиметров. Осенью это сюрприз? Сюрприз, в любом случае сюрприз, потому что 115 миллиметров за 2 часа – это большой сюрприз. Другое дело, что синоптики, как всегда, у нас не смогли предугадать, что именно такой ливень может быть. Да, было штормовое предупреждение от МЧС, но что будет какой-то сильный ливень, фактически тропический, я не видела сообщений. Ну, я думаю, что каждый уфимец или из окна своего дома, или из окна своей машины, как говорится, заметил, что это действительно был ливень тропический, очень сильный, и он преподнес много хлопот и проблем как автолюбителям, так и хозяйству города. Все равно я в первую очередь считаю, что в этом не виновата природа, а она преподнесла действительно сюрприз. Другое дело, что многие вот слабые места, вот сейчас показывают, в Ютубе можно посмотреть, везде посмотреть, да, узкие места, где-то что-то залило, где-то смыло. Вот эти места, я могу сказать, что они и раньше подвергались вот этим воздействиям при меньшей интенсивности осадков. Скажем, в 2016 году я летом попал, вот как раз я был в МФЦ, где Уфимский приборостроительный завод, я попал с коллегой как раз в этот момент, когда прошел действительно большой ливень, сильный ливень, да, и туда попала вода. И также текла река, и туда попала вода. И вода примерно сантиметров 5. В помещении? В помещении. Я был в этом помещении, и мы по щиколотке были в воде. И тогда удалось эту воду техническому персоналу убрать просто-напросто. А вот ниже, там тоже видно, картина была, что машины там по капот стоят в воде, да? Там тоже ровно примерно полметра 7 сантиметров было воды. То есть это место узкое руководство Росреестра или сегодняшнего МФЦ прекрасно знало. Более того, весной то же самое примерно было, но в меньшем масштабе. И все знали, что это когда-то приведет к большим проблемам. Вот и случилось. А как вы думаете, почему, если люди знают, что как бы твое здание, которое тебе принадлежит или которое тебе подконтрольно подвергается подвергается опасности в таких случаях, почему не предпринимают никакие меры? Ну, значит, плохой собственник, к сожалению, плохой собственник. Он, наверное, этот собственник сегодня пытается за счет, может быть, страховки, за счет чего-то вылезти опять свою же безответственность покрыть за, некий чужой, будем говорить, счет, да.
И второе, вот и в СМИ много раз показывали места, где промывалось возле подпорных стенок и так далее. Эти тоже. И весной у нас эти дела были, тем более в этом году у нас осадков действительно много. То есть я хочу сказать, если бы собственники зданий, помещений или собственники эксплуатирующих организаций, зная вот эти узкие места, своевременно принимали меры заранее, да, мне кажется, вот удалось бы избежать многих последствий. Или вот показывает на Салаватке там 1,5 метра, наверное, да, а там всегда накапливалась вода. Надо было давным-давно просто подумать, как отвести эту воду, если будет большая вода. Вот и все. А кто должен думать об этом? Кто должен заниматься тем, чтобы следить о том, что собственники устраняют нарушения в их зданиях, о том, что, в общем, это похоже на ситуацию зимой, когда, помните, нам говорили, что, в общем, на территории, которая принадлежит муниципалитету, снег чистят, а за все остальное отвечают собственники. Но людям было все равно, потому что люди говорят, у нас есть администрация, зачем она нам тогда нужна? Но нет, в любом случае, в первую очередь отвечает собственник. Во вторую очередь МЧС, другие органы. Нам отмечают, что собственник здания Росреестра, например, который затопило, это Российская Федерация. Ну, значит, а почему Российская Федерация не должна отвечать в лице своей структуры здесь? А здесь есть управление Российской Федерации по имуществу. Угу. Поэтому оно должно определять, у кого на балансе находится здание, и это собственник должен, прежде всего. А сейчас вот, конечно, большинство валит просто, условно, там, на городскую администрацию. Да, городская администрация тоже несет ответственность, но в первую очередь, я считаю, несет ответственность собственник. А кто должен понести в итоге ответственность за это? И вообще какую? Административную, уголовную? И должен ли кто-то понести ответственность в результате вот произошедшего? Вот, например, погиб человек на улице Кольской, нашли его тело. Понятно, что там предстоит следственным органам еще выяснять, из-за чего это произошло. Да. Это несчастный случай или там, не знаю, ливневок не оказалось на этой улице. Почему это? Ну, по каждому конкретному случаю, конечно, разбираться надо конкретно, а не так в общем. И в каждом конкретном случае будет понятно, кто виноват. На мой взгляд, я вам еще раз возвращаюсь к зданию Росреестра или там МФЦ, я в этом убежден на 100%, конечно, виновен собственник. Ну вот мы с вами вспомнили случаи, когда ливни были не настолько сильные, когда там просто идет дождь в течение дня, и город все равно оказывается подтоплен в разных частях, и летом мы с этим сталкивались, и власти города тогда комментировали ситуацию и сказали, что только на 9% город обеспечен ливневой канализацией, и что просто нет денег сейчас на ливневки. Верите ли вы в то, что действительно просто нет денег или не хотят этим заниматься? Я думаю, что все равно не хватает некой системной работы. Вот еще раз повторюсь, все эти узкие места, улицы, объекты, дома, которые могут быть подвержены вот таким воздействиям, они известны. И надо было по каждому случаю заранее с участием собственника подготовить конкретные мероприятия и эти мероприятия реализовать. Да, конечно, на реализацию этих мероприятий потребуются определенные деньги, но это не такого масштаба, чтобы говорить, что вот мы все бедные и ничего не можем реализовать. Я думаю, что все-таки не хватает системной работы. А можно ли к каждому чрезвычайному происшествию так подготовиться? То снег, то карстовые провалы, то ливни? К определенной части чрезвычайных происшествий можно и нужно готовиться, начиная от, так сказать, нормального прогноза той или иной ситуации, погоды будем говорить, да, и завершая тем, что где это может сказаться. Индира нам пишет на номер +7 927 304 1051. А кто подписывает акты ввода в эксплуатацию? Местная администрация. Вот речь о тех зданиях, которые оказались подтоплены. Действительно, их же проверять должны на соответствие. Нет, там прошла реконструкция. Это было заводоуправление, приборостроительный завод. В свое время это собственность, да, действительно российская. Она осталась в российской собственности. Реконструкция произошла. Я еще раз хочу сказать, вот нельзя просто кивать на погоду. О том, что это здание будет подтоплено и подтапливалось несколько раз, было известно давным-давно. И в данном случае
руководитель несет персональную ответственность, в том числе за причиненный ущерб. Вот сегодня я слушал, что до 10 сентября этот МФЦ не будет работать, к примеру, да? А то, что он не работает, не виноват мэр города. Виноват в этом как раз руководитель этого ведомства. Угу. Ну а вот не знаю, смотрели ли вы за действиями городских властей и ответственных служб вообще, вот когда произошло это чрезвычайное происшествие, когда прошел дождь и как потом это устраняли. Интересно ваше мнение о том, как вообще все справились с этой ситуацией. Потому что мэр города, например, сказал, что все сработали хорошо, и, в принципе, он позитивную оценку дает. В целом, конечно, ситуация была архисложная. Весь город встал, люди находились в пробках по 4-5 часов, просто светофоры не работали и так далее. Конечно, стихийное – это бедствие, но любое стихийное бедствие, которое случается, оно должно чему-то учить. Надо извлекать правильные уроки. А вот извлекались ли эти правильные уроки из предыдущих, пусть менее масштабных, я считаю, не извлекались. Поэтому вот сейчас я бы на месте мэрии по каждому конкретному сделал бы ревизию, по каждому конкретному случаю, они все известны, да, и по каждому вот такому узкому месту надо подготовить план мероприятий, и их в какой-то последовательности в ближайшее время их надо реализовать. Тогда мы меньше будем подвержены. Вот смотрите, для нас, конечно, это диковинно, что в такой ливень тропический, да. А если взять другие страны, вон Америка, Флорида и так далее, каждый день показывает. Но почему-то люди же успевают готовиться к этому. А как вы думаете, почему там успевают, а у нас нет? Ну, потому что вот такого рода штормы, ливни и так далее, у них, конечно, или торнадо, это каждодневное или там очень частое явление. И люди знают и понимают, как это делать. Ну, просто мы часто оперируем к этому, а вот у них почему-то получается, а у нас не получается в городе или в стране. Вот если мы возьмем глобально, почему у них там на Западе получается, а у нас не получается? Получается, просто ответственности не хватает. Я думаю, что вот в данном случае вот совместно надо администрации, прокуратуре, совместно по каждому конкретному случаю надо сделать анализ, выявить виновного, а виновный не всегда есть. Очень часто, например, да, и публично наказать. Очень часто другого варианта нет. Еще звучит мнение, и когда происходят какие-то ЧП, все начинают винить администрацию, а потом приходят к выводу, что это та администрация, которую мы не выбирали как избиратели, и поэтому, в общем, они чувствуют свою меньшую ответственность перед нами и так далее. Мы все выбирали. Или не ходили голосовать, за нас голос дал, может быть, другой, посчитали, да? Мы выбирали эту администрацию, никто другой. И мы этих депутатов выбрали, а мэры города выбрали те депутаты, которых мы с вами избрали. Ну, согласитесь, это немного такая, не совсем прямая демократия. Ну, я, кстати говоря, сторонник прямых выборов мэра города жителями. Я об этом много раз публично заявлял, и сейчас заявляю, и сейчас остаюсь на этой позиции. В больших городах выборы мэра – это главное должностное лицо, исполнительное лицо, оно должно избираться, конечно, напрямую населением. Я не помню, а как вы проголосовали по этому предложению провести референдум о прямых выборах, когда в Курултае этот вопрос поднимался? Я проголосовал за. Вы проголосовали за. Было несколько человек, вы были в числе тех, кто проголосовал за. Я проголосовал за, потому что считаю, прямые выборы – это, конечно, не панацея, но это лучшие из всего механизма, который сегодня человечество придумало. Сами, как депутат, готовы с такой инициативой выступить в Курултае? Конечно. О том, чтобы провести референдум о выборах? Или как? Или вы хотите? Я готов поддержать это дело. Я готов поддержать и буду выступать. Если необходимость есть, я могу и выступить с такой законодательной инициативой. Я считаю, что это абсолютно нормально. Угу. Давайте тогда еще к другим темам. Я напомню номер для СМС-сообщений. +7 927 304 1051. Рамиль Бигнов, депутат Курултая Республики от партии «Единая Россия». Сегодня персонально наш и ваш. Вы можете задавать ему вопросы. Несколько средств массовой информации, в частности, информационное агентство «Медиакорсеть», написали о случае, который произошел в Белорецке. Речь идет о директоре школы, которого якобы, по информации СМИ,
уволили из-за того, что он провел встречу с депутатом Госдумы от «Справедливой России» Гаджимуратом Омаровым. МКСЭД посвятил этой истории несколько публикаций. У них есть комментарии как самого директора школы уволенного, так и депутата, и позиция управления образования, которая говорит, что просто он уже вышел на пенсию и нужно было его поэтому уволить, и дело не во встрече. Также СМИ про Уфу и МКСЭД пишут, что якобы у них есть копии протокола заседания «Единой России», где решался вопрос об исключении этого человека из фракции, он еще являлся депутатом местного совета. И здесь очень интересная позиция партии, если верить, конечно, тому, что опубликовано на МКСЭД, что якобы его исключили из-за того, что, в общем, недопустимо члену «Единой России» встречаться с оппозиционными деятелями, просить у них финансовую помощь. Вот выглядит ли для вас эта история убедительной, и верите ли вы в нее, учитывая, что вы тоже состоите в «Единой России»? Ну, если верить вот опять тому, что изложено в СМИ, я, конечно же, не поддерживаю такой подход. И директор школы, он ведь не только, он прежде всего и должностное лицо, и гражданин, И господина Омарова ведь избрали по нашему действующему законодательству депутатом Государственной Думы, независимо, что он «Справедливая Россия» или там коммунисты или «Единая Россия». Он имеет, все депутаты у нас имеют равные права абсолютно, депутаты Государственной Думы или другие депутаты. И если он по своей собственной инициативе дал возможность встречи, а это, если не возбраняется законом, насколько я знаю, это не запрещено законом, но зачем преследовать человека? Это чушь какая-то. А вообще для вас это скорее неожиданно или ожидаемо, что неожиданно. в «Единой России» такое может быть? Нет, что это вообще такая практика может существовать, что члены «Единой России» могут наказать за то, что он провел встречу с депутатом от другой партии. Я думаю, что так не должно быть. Если так случилось, такого я повального какого-то подхода или многочисленных каких-то фактов не знаю. Но если такой подход даже в конкретном единственном случае имеется, я считаю, что это неправильно. Политолог Станислав Шкель, который прокомментировал МКСЭД эту ситуацию, высказывает мнение о том, что, возможно, это просто начало подготовки к выборам в Курултай, который состоится в следующем году, что просто директор школы, как человек, который работает на избирательном участке, да, по сути, он фигура важная, и нельзя, чтобы он вот проводил такие встречи. Допускаете ли вы такую возможность? И вообще, вот как действующий депутат Курултая, скажите, уже реально ведется какая-то подготовка к выборам на уровне партии? Нет, еще я думаю, что мы какому-то этапу подготовки выборов, тем более публичным мероприятиям, не перешли. А это не будет публичные? Гораздо позже. А не публичные, любая партия в любом случае. Это была плохая партия, если бы она не занималась заранее изучением, анализом возможных кандидатов, подготовкой списков кандидатов в соответствии с требованиями законодательства. Я думаю, что этим занимаются все партии, и сегодня в том числе. Это нормальная практика работы. В этом нельзя видеть какую-то там проблему. Да? Самое главное – обеспечить равные права всем. Закон так ведь и гласит. И если кто-то нарушает закон, ну, это должно найти соответствующую оценку. Вот, оценивая политическую ситуацию в республике сейчас, понятно, что до выборов остается не так много, и вряд ли мы перед выборами вдруг увидим какие-то яркие партии. Хотелось бы, конечно, но мне кажется, что вряд ли кто-то успеет какую-то яркую выборную кампанию провести, вдруг неожиданно появившись откуда-то. Как вы думаете, как выборы могут пройти? Изменится ли расклад на политической арене? Изменится ли существенно состав Курултая? Состав Курултая, конечно, он, я считаю, примерно на треть, на 40% изменится, на мой взгляд. Других, вы согласны с тем, что других каких-то политических партий и сил вряд ли появится за этот год. Большинство в любом случае будет за «Единой Россией», поскольку «Единая Россия» сегодня представляет прежде всего руководство страны, и премьер-министр, и президент опирается на эту партию. Поэтому
каких-либо неожиданностей, мне кажется, и в республике не будет, на мой взгляд. Мы сейчас прервемся на московские новости. Я напомню, что сегодня персонально ваш Рамиль Бигнов, депутат Курултая Республики от «Единой России». Можно присылать вопросы, номер +7 927 304 10 51. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». В Москве 13:30. Здравствуйте, в студии Александр Плющев. В эфире выпуск новостей. Бывшие акционеры компании ЮКОС потребовали от России $700 миллионов в канадском суде. Как пишет РБК, иск от миноритариев и кредиторов ЮКОСа рассматривает арбитражный суд в Торонто. Издание отмечает, что Россия согласилась участвовать в судебном разбирательстве. Директор подмосковной школы в Ивантеевке проигнорировал сигналы учеников, которые утверждали, что их одноклассник планирует устроить теракт. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее мнению, директор просто не поверил школьникам. Мишонова также рассказала, что родители ученика, устроившего стрельбу, сами подарили ему пневматическое ружье. Напомню, ученик 9 класса школы номер 1 напал на учительницу и нанес ей ранение. 3 учеников школы получили травмы, когда в панике пытались убежать. Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов представил новую версию стрельбы в отеле Four Seasons. По его словам, это произошло после неудачных переговоров с некими бизнесменами. В частности, Джабраилов говорит, что просил их помочь некоему благотворительному фонду, а они, несмотря на имеющиеся возможности, отказались. После этого, как сказал Джабраилов в интервью изданию «Настоящее время», цитирую, «сыграла контузия, и он несколько раз выстрелил в потолок в номере, где больше людей не было». Ранее Джабраилов говорил, что на стрельбу его спровоцировали работники отеля. Дело о мошенничестве в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова дойдет до суда. Об этом агентству ТАСС заявил его адвокат Андрей Гривцов. Он сказал, что получил подтверждение от следователя, что часть родственников возражает против прекращения уголовного дела. Ранее все родственники не хотели дальнейшего расследования и судебного разбирательства. Напомню, бывший депутат Вороненков был убит в Киеве 23 марта этого года. Эксперты ООН задокументировали 33 случая использования химического оружия в сирийской войне, включая 7 случаев, когда оно применялось правительственными силами. Таким образом, в ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением зарина в апреле этого года стоят именно сирийские власти. Речь идет об атаке в городе Хан-Шейхун, в которой погибли почти 100 человек. В Дамаске все обвинения отвергают. В Москве сегодня около 15 градусов, возможен дождь. Предстоящей ночью в столице плюс 11-13, завтра днем 16-18 и также небольшой дождь. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. Все, чем живет и дышит башкирская благосфера. Каждый четверг в 14:35 на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Павел Степанов и Анна Яни расскажут вам главные новости социальных сетей. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Урок. Дәрес. Урок башкирского языка. Башкорт теле дәресе. Урок башкирского языка. Башкорт теле дәресе. Уроки башкирского языка в школах заменяют уфоведением и краеведением.
Мәктәптәрдә башкорт теле дәресен туган якты өйрәнү һәм өфөне өйрәнү дәресләре менән алыштыралар. Уроки башкирского языка в школах заменяют уфоведением и краеведением. Мәктәптәрдә башкорт теле дәресен туган якты өйрәнү һәм өфөне өйрәнү дәресләре менән алыштыралар. Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко, и сегодня персонально ваш Рамиль Бигнов, депутат Курултая от партии «Единая Россия». Мы тут в перерыве с Рамилем Бигновым обсуждали сообщения, которые распространяются в соцсетях и в мессенджерах, якобы о том, что река Белая загрязнена из-за того, что, в общем, ливневыми потоками с химпрома поступили, в общем, всякие отравляющие вещества. И, честно говоря, я не очень хотела эту тему брать, потому что пока не очень понятно, фейк это или не фейк. Пресс-секретарь администрации Уфы у себя в Фейсбуке написал о том, что никаких загрязняющих веществ в воде не обнаружено, что, в общем, анализы показывают, что все в порядке. Но вот Рамиль Мамгзамович эта тема зацепила, насколько я понимаю, касательно именно химпрома. Дай бог, что действительно вода чистая и каких-либо стоков с территории химпрома не попали, какие-то стоки не попали в реку Белую. Хотя проблема промплощадки химпрома – это застарелая проблема, загрязненная очень серьезно диоксинами. Это проблема для города Уфы. Город Уфы, администрация города пытается ее решить, не может решить. Республика пытается эту проблему решить, не может решить, потому что это федеральная собственность, федеральная территория, и предлагаются различные технологии, и стоимость этого примерно от 4 миллиардов рублей до 40 миллиардов рублей, стоимость утилизации вот этой территории, да, приведения его, рекультивации и так далее, пока не выбрана. И это действительно является бомбой замедленного действия. Дай бог, что на этот раз пронесло, но в следующий раз может не пронести. И если бы сегодня, я так считаю, если бы горожане выступили с инициативой собрать подписи и направить его во властные уровни города, региона и федерации с требованием наконец-то заняться вот данной утилизацией и регенерацией данной территории, это было правильно. Наивный вопрос, а почему власти этим не занимаются сейчас? Занимаются. На своем уровне я считаю, что занимаются, но, как всегда, у нас денег нет. Денег не хватает, как всегда, упор на это. А эта проблема может принести столько вреда. А мы помним 90-е годы, когда фенольную катастрофу. И это сидит в памяти каждого уфимца. Поэтому я, наоборот, призываю вот какой-то инициативной группе выступить с инициативой сбора подписей с требованиями разобраться вот с данной территорией. К властям всех уровней. Это будет правильно. Это будет помощь как раз гражданского общества в решении вот наших застарелых проблем. Приходит сообщение на номер +7 927 304 1051. Только прошу вас, уважаемые радиослушатели, пишите сообщения, а не звоните на этот номер, потому что мы физически не сможем принять ваши звонки. Индира просит вас прокомментировать обращение председателя Госсобрания Толкачева по вопросу помилования Изместьева. По словам Людмилы Алексеевой, было ли оно, спрашивает она. Да, конечно. Этой темой я сам занимаюсь уже не первый год. В прошлом году часть депутатов, в том числе я, мы инициировали обращение наряду с другими деятелями общественных объединений, властных структур, наших всех 3 конфессий, мы обращение в адрес Путина о помиловании Изместьева. Изместьев отбыл наказание уже 10 лет. Я не считаю, что Игорь весь белый и пушистый, наверное, да, но
инкриминирование и стольких убийств и так далее в его отношении, я считаю, несправедливым. Вы считаете, здесь что он не виновен в том, в чем его обвинили? Нет, суд вынес, он виновен. Мы можем говорить об этом, не говорить, он виновен. Мы сейчас говорим о помиловании, о снисхождении человеку, который заключен на пожизненный срок и отбыл уже 10 лет наказания. У нас очень большое количество людей осуждены на пожизненный срок. Но, почему именно из мести? Согласен, но, к сожалению, я считаю, это мое мнение, да, я считаю, что инкриминирование ему такого рода преступлений, оно несправедливо. Поскольку я считаю, что здесь корни идут опять в наш главный актив – это Башнефть. Когда приватизировался Башнефть, и он переходил из рук в руки, из рук предыдущего хозяина Урала Рахимова в другие руки, я допускаю, что были и некие договоренности, согласно которым все грехи списали вот на Игоря Изместьева. Все грехи. И сейчас не идет разговор о пересмотре данного судебного решения. Оно давным-давно вступило в силу, и Игорь Изместьев отбывает пожизненное заключение. Да? Разговор идет о помиловании, о снисхождении. Я выступал в прошлом году на собрании фракции «Единая Россия» по этому поводу, с тем, чтобы этот вопрос вынести на государственное собрание, обсудить и принять обращение в адрес Путина о его помиловании. Ведь, смотрите, правозащитная и уважаемая организация «Хельсинская группа», которую представляет Людмила Алексеева, она и в прошлом году обращалась, и в этом году обращалась. Но мы должны быть снисходительны в любом случае. Я вам могу сказать, состояние здоровья Игоря очень плохое. У человека осталось, извините за подробности, 6 зубов. Он понес наказание, полностью понес наказание, если даже за те преступления, которые, возможно, совершал. Но я абсолютно убежден, он не совершал того объема преступлений, который ему приписывается. Поэтому я смело подписываюсь под прошением на имя, обращением на имя Путина о его помиловании и приложу все свои силы, чтобы это случилось. Я просто хочу прояснить, вы с Игорем Изместьевым состояли в дружеских отношениях и сейчас как-то еще общаетесь по переписке? Я сказать, что в дружеских отношениях, наверное, не будет неправильным, но хорошо я знал его по предыдущей деятельности, поскольку я был депутатом Государственной Думы, он был сенатором от республики, я обращался к нему как сенатору от нашей республики, и он действительно помогал, решал эти вопросы, да, и поэтому верю в его порядочность, верю. Поэтому я смело берусь вот за то, чтобы приложить свою, так сказать, внести свою лепту в том, чтобы он был бы помилован. От этого я считаю, что общество выиграло бы. Не будет ли что-то угрожать его жизни, мне вот интересно, если он выйдет на свободу? Все возможно. Может угрожать его жизни, а может считать можно, что от него будет исходить угроза в адрес тех, кого его незаконно, несправедливо обвинил. И это можем допустить, но у нас существует, слава богу, хорошая или плохая, но правоохранительная система. Это, я думаю, что вполне можно с этой проблемой решить. Но общество должно, мне кажется, отсидев человек 10 лет, он уже понес полное наказание. Ну, просто, человека, знаете, может быть, осталось не так много жить. Я хотел бы, конечно, чтобы он жил. Мы о таком говорим, получается, что Игорю Изместьеву, как бы это сейчас странно не звучало, в этом случае повезло, что он такой известный человек, и за него готовы вступиться на разных уровнях люди, и готовы просить у президента его помилования. Есть большое количество людей, которые осуждены там тоже на большие сроки, но за них никто просить не будет, даже если они уже отсидели. Почему тоже. Просят? Существует же правозащитная организация. Вопрос о справедливости здесь такой. Ну, сложный. Конечно, понятно, что уровень человека, который подвергся такому наказанию, он действительно высокий, и он привлекает внимание общественности, нежели просто был бы простой гражданин. Но это нормальное явление, куда же деваться?
Давайте к другим темам сейчас еще перейдем. Я напомню, что это программа «Персонально ваш». Сегодня у нас в гостях Рамиль Бигнов, депутат Курултая Республики от партии «Единая Россия». Номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Ваша коллега, депутат Курултая Республики Руфина Шагапова, как выясняется, может быть выдвинута в качестве кандидата на пост президента России, если ее кандидатуру одобрит партия «Зеленые», в которой она является заместителем председателя. А вы наверняка хорошо знаете Руфину Шагапову. Хорошо, как вам кажется, достойна ли она кандидатуры? Вполне трезвый, профессиональный политик. Если партия ее поддержит, я буду очень рад. А вы бы ее поддержали, если бы она выдвинулась? Конечно. Как землячку, у нее есть своя позиция коллегу, по многим вопросам. Собственная позиция, она умеет защищать эту позицию. Поэтому чем больше таких кандидатов, тем лучше для нашего... А какие у нее шансы? Как вы оцениваете? Шансы, к сожалению, мизерные. Угу. А почему? С чем это связано? Связано с тем, что в общероссийском масштабе Руфину знает достаточно плохо. В общереспубликанском масштабе, как депутат, наверное, она известна многим, по крайней мере, а в общероссийском масштабе вряд ли она может быть, к сожалению, поддержана. Вот вы знаете, вы сейчас сказали про известность, да, про упоминаемость. Я сразу подумала депутатов и вспомнила доклад, который делал ОПЕК уже достаточно давно, но мне кажется, мы с вами его не обсуждали здесь в эфире, по крайней мере, я этого не помню. Их доклад был посвящен деятельности Курултая Республики и конкретно открытости, информационной открытости, медийности депутатов Курултая. И там такие, знаете, страшные цифры, буквально 90% жителей республики не знают депутатов Курултая, не могут назвать депутата от своего округа. А вот как вы можете оценить такие результаты? Насколько, на ваш взгляд, Курултай сегодня медийно присутствует в медийном пространстве? Насколько он открыт? И в чем тут может быть проблема, если верить этим результатам? Если результаты делали профессионалы, наверное, надо верить этим результатам. Я считаю, что медийность Курултая, конечно, желает оставлять, как говорят, лучшего, да, и достаточно скромные результаты, но это не значит, что Курултай не выполняет свои функции. Ведь задача Курултая, отвечая на запросы общества, своевременно реагировать принятием определенных законов, законодательных актов и так далее, да. И мне кажется, в целом Курултай справляется с возложенной задачей. Другое дело, ведь медийность еще и предполагает где-то и, наверное, желание отдельных, может быть, депутатов, отдельных групп проявляться с целью дальнейшей, так сказать, своей перспективы, избираемости и так далее. Но в этом отношении, конечно, вот то, что 50% идут по списку, а 50% идут по одномандатным, конечно, это сегодня лучше, чем раньше вообще была только лишь партийная система, куда и никто не понимал, кто каким образом, как туда попадает в этот список, и чохом партия только избиралась. Но я считаю, конечно, возможно, уже к этим выборам мы не успеем, но к следующим выборам, мне кажется, можно было перейти на следующий, так сказать, этап, когда вообще все депутаты, независимо от партийной принадлежности, выдвигаются по одномандатным округам, по одномандатным, и избирается по одномандатным округам на основе состязательности и соревновательности. Слушайте, да, депутат может, когда его избирают по одномандатному округу, обещать, как обычно это делается, много чего, присутствовать постоянно в голове людей, потому что будут везде эти листовки, плакаты, будут ходить по домам, а потом вдруг 5 лет про него ничего не слышно. Вот мне, знаете, что интересно? А вот вы, как депутат, скажите, а как вот принимаются решения, например, эту ситуацию прокомментировать, эту не прокомментировать, это на это СМИ, в это СМИ прийти на интервью, в это не прийти. По моим ощущениям, Курултай у нас очень закрыт, очень мало депутатов приходит к нам, например, на эфиры. Может быть, вы плохо приглашаете, но никому же ведь рот не закрывает.
Ну вот на моем примере, да, я сторонник Единой России, но же мне никто же не закрывает рот, и никто не запрещает прийти, допустим, на «Эхо Москвы», или выступить с законодательной инициативой, которая не поддерживается фракцией «Единая Россия». Никто же не запрещает. Поэтому говорить, это все зависит конкретно от человека. Конкретно от человека. Поэтому, конечно, может быть, многие, к сожалению, вот закрывается вот таким подходом, что, мол, вот мне не разрешено, я и не хожу. Ну, а ты проявил инициативу сам, собственно. Ну, проявляй эту инициативу, и никто тебе, я считаю, что запрещать никто ничего не будет. Нам тут продолжают писать вопросы, но, правда, они касаются темы, которую мы вроде как уже хорошо обсудили. Речь идет об уборке территорий, и, в общем, об ответственности города за то, что происходит. Пишет наш радиослушатель возмущенно о том, что, согласно закону, уборка территории от стены здания собственника 2 метра. И кем, по-вашему, должна содержаться в чистоте, то выходит, во всем виноваты только собственники. Муслим это пишет. Нет, сейчас как раз идет разделение территорий. Есть дворовая территория, придомовая территория, которая действительно принадлежит собственникам, и собственники через свою управляющую компанию должны содержать эту территорию. А есть территория общего пользования, за которой действительно отвечает город. Надо просто вот эту работу, мне кажется, надо с каждой управляющей компанией, и практически в каждом микрорайоне, и в каждом дворе эту работу надо довести до конца и четко разделить функции. Вот мне кажется, вот это происходит из-за того, что мы эту работу как-то начинаем, опять какая-то компанейщина, и потом бросаем. И вспоминаем об этом, если только ливень прошел, или же снегопад огромный прошел, да? Мне кажется, вот это опять, я возвращаюсь к своей первоначальной мысли, не хватает системности работы и администрации, и управляющих компаний. Можно еще присылать вопросы. +7 927 304 1051. Рамиль Бигнов, депутат Курултая от «Единой России», сегодня персонально ваш. Тут президент страны Владимир Путин заявил о том, что встретился с Игорем Сечиным, главой Роснефти, и встретился с Евтушенковым, главой АФК-системы, и обсудил с ними то, что происходит сейчас с этими 2 компаниями. Все мы знаем, что между ними судебный процесс. И Путин сказал, что не хочет свое мнение публично высказывать по этой ситуации, однако он надеется, что будет заключено мировое соглашение. Верите ли вы в то, что в этой ситуации возможно мировое соглашение? Конечно. Это уже решение, будем говорить, мнение Путина является указанием, что и для Роснефти, как государственной компании, да, так и АФК-система. Ведь от того, что сегодня АФК-система, это тоже очень крупная компания. Она уже дважды допустила, по-моему, весной на 4 с лишним миллиарда технический дефолт по своим обязательствам. И вот не так давно, пару недель тому назад, почти на 8 или 9 миллиардов рублей допустил технический дефолт. Никому, ни обществу, ни государству не выгодно, скажем, банкротство такой крупнейшей компании. Роснефти выгодно. Нет, Роснефти я тоже считаю, что невыгодно. Деньги. Я думаю, здесь вот истина лежит посередине. Ведь решение есть уже первой инстанции, да, 136 что ли, миллиардов, да? Миллиардов, да. 136 миллиардов. Я думаю, что должны все-таки при участии государства эти 2 компании сесть за стол и найти приемлемое решение. Может быть, не 136 миллиардов, а может быть, ограничиться теми 76 миллиардами условно, да, но допускать банкротство такой крупной компании АФК-система, это не нужно. А почему это должно решаться за столом переговоров? У нас есть цивилизованный метод, суд принимает решение. Если компания была виновата, значит, компания должна нести ответственность. Если не была виновата, никто ее платить не заставит, и банкротить не будет. АФК-система придерживалась в ходе судебного разбирательства на первой инстанции, она придерживалась иного мнения. Она говорила, всегда утверждала, что арбитражный суд Республики Башкортостан несправедливо подходит к рассмотрению данного вопроса. Понятно, есть сейчас апелляции, есть кассация, но, а если за это время, это по времени может затянуться, примерно на полгода, а если за это время произойдут уже необратимые процессы в бизнесе АФК-система, я считаю, что любое перемирие, оно гораздо дороже, выгоднее
чем вот эта война. В том числе даже война на судебном поприще. А что для республики этот процесс дает, как вам кажется? Я помню, когда только начинался суд, глава Башкортостана Рустем Хамитов сказал, что на инвестиционном климате это позитивно отразится, потому что предприниматели увидят, что, в общем, коррупционеров там, ну, не коррупционеров, тех, кто приступает закон, наказывают, что, в общем, все можно решать в суде цивилизованно. Экономисты, которые были, например, у нас в эфире, там, Дмитрий Котов, например, они говорили, что это, наоборот, негативно скажется на инвестиционном климате. У вас какое мнение, как у предпринимателя? Да, я считаю, что, конечно, больше негатива, чем пользы. Это однозначно мое мнение. И АФК-система, она уже по решению суда, как говорится, наказано, пока это решение, понятно, не вступило в законную силу, но не должно быть задачей банкротства предприятий. Да, для бюджета республики лишние доходы для Роснефти, который является хозяином Башнефти, это хорошо, поскольку часть этих доходов может действительно вернуться республике в качестве дополнительных дивидендов, которые мы действительно ожидаем, поскольку в первой половине года этих дивидендов от Башнефти мы не получили. Мы рассчитываем на третий квартал и обещание Роснефти о том, что эти дивиденды будут, но такого рода дивиденды, но они должны быть чистыми, честными и так далее. За счет банкротства такого крупнейшего предприятия я бы не считал, что это справедливо. Еще одну тему хочу успеть. Сегодня «Коммерсант» написал о том, что вот по их данным в школах Уфы начали просить родителей написать заявление об отказе от изучения башкирского как государственного языка и о том, чтобы их дети учили другие предметы, уфоведение, например, или краеведение, и эти предметы будут вести учителя башкирского языка. А насколько я понимаю, это вот такой выход из той ситуации, которую нашли, не знаю, кто власти, кто это придумал, и тем угодить, и вроде этим угодить, и тех не обидеть, и этих не обидеть. А как вам такой выход из ситуации? И вот вы, учитывая ту дискуссию в обществе, которая разгорелась, каким вы видите самый оптимальный выход из сложившегося? Тема деликатная, понятно, споры идут действительно активно, порой переходит за определенно разумное, так сказать, понимание, поэтому решать надо действительно осторожно. Вот я много раз говорил, и в том числе еще по весне выступая говорил, свою публичную позицию выражал, мы должны придерживаться тех законов, которые принимаем. Если мы, приняв законы, их не исполняем, это анархия, это не власть уже. Это и обществу это не нужно, и власти это не нужно. Поэтому, еще раз возвращаясь к этой теме, хочу сказать, сегодня башкирский язык является государственным языком. Хотим мы это, не хотим, нравится кому или не нравится. Есть закон, его надо исполнять. Если не нравится, так и как раз и Государственное собрание Курултай и Государственная Дума в том числе должны принять те законы, которые бы регулировали. Нет, подождите, но есть статус башкирского как государственного. Да. Во многих республиках есть в качестве государственных другие языки. Однако мы видим, мы просто писали об этом большой материал, что в каждой республике по-своему подходит к тому, а как этот язык сохранять, например. У кого-то обязательное изучение его в школах, а у кого-то не обязательное. Есть разные варианты. Вот в Башкирии какой самый приемлемый? Понятно. Государственные языки в соответствии с нашим действующим законодательством должны изучаться в обязательном порядке. Вы так считаете? Нет, закон так считает, не я считаю. Если мы хотим иное или у родителей другое мнение, так давайте еще раз мы это аккуратненько, не обижая друг друга. В порядке. Родители могут выбирать, будет ли он у них в той части учебного плана, который закладываем. Про родные языки изучение, это добровольное, действительно, родители выбирают. Решение принимает совет школы. Министр образования нам это все прокомментировал. Да. И совет школы может принять решение, что в этой школе башкирский как государственный изучаться не будет вообще. Но это будет противоречить закону. Это вот то,
то, что мы видим сейчас, это надо изменить закон, надо изменить закон. Надо изменить закон, чтобы не быть анархистами. Мы же не анархисты. Надо изменить закон. Вы за обязательное изучение? Я за выполнение, за исполнение законов, которых мы принимаем. У нас время, к сожалению, закончилось. Рамиль Бигнов, депутат Курултая Республики от партии «Единая Россия», был сегодня гостем в программе «Персонально ваш». Спасибо нашим радиослушателям. Вы были очень активны. Спасибо за СМС-сообщение. Всего доброго. В полном контакте с информацией.